запас карт, накопленный бездумно. Возьму лишь мыло, соль да сухари и выйду ночью, дверь закрыв бесшумно. Я ей скажу: веди меня туда, где звезды щедро сыплют с неба перлы, посеребрив минувшие года и охладив потрепанные нервы. Я с ней готов беседовать всю ночь, покуда солнце дальнее обозначит. Раз без нее моей душе не вмочь, наверное, чего-то это значит. Я так люблю ее глубокий взгляд. Признаться, мне порой он сильно нужен. Она строптива, слабые твердят. Она смиренно, шепчут те, кто с ней дружен. Она жестоко, слышен крик зевак. Бесчувственная, вздыхает кто помягче. Обычная, вдруг выпадет простак. Но мое сердце чувствует иначе. Когда впервые встретился я с ней давным-давно, а вроде и недавно, была зима, но стало вдруг теплей, так не было тепло мне и подавно. Как подошел к ней робко, чуть стыдясь, мне кажется, она, возможно, помнит. И если помнит, знает, как боясь, я сел с ней рядом, думая, прогонит. Прогонит потому, что был смешон, хотя бы тем, что видел мир обычным. Так небосвода синий капюшон казался мне обыденно привычным. И лишь она зажгла во мне любовь, дала глазам чудесное прозрение. Я восхищался миром вновь и вновь, испытывая робость и смущение. Она терпела мой капризный нрав, прощала неоправданную слабость, молчала, зная, что я был неправ, делила горесть так же, как и радость. Я с ней мечтал за столиком в кафе, размеренно вдыхая запах чая. Когда прохожие, кто в шапке, кто в шарфе, брели по улицам, других не замечая. Мы с ней неслись безадресно во мгле, скольжением шин, затишье потревожив, а поздний снег, растаяв на стекле, струил потоки по машинной коже. Когда душа отчаянно в груди, на копьях безразличия томилась, она мне говорила: погоди, возможно, искренность в людских сердцах родилась. Порой бывало, я ее терял, но ощущал, что где-то она рядом. Доверься мне, я себя вверял, идущимся в бездну каннибалам. Тогда она кидалась вслед за мной, стирая в кровь тянутые руки, цедясь сквозь слезы: милый, что с тобой? Какие вновь тебя терзают муки? Меня бросало то в озноб, то в пот. Мне требовалось срочное лечение. Она же, искренне зажав свой рот, взвалила на себя мои мучения. Ослабшая, сама едва дыша, перетерпев все боли и припадки, спросила, приподнявшись не спеша: ну как ты там, с тобой все в порядке? Я с ней готов бродить, как пилигрим, аскетом удалиться от селений, щитом закрыть от женщин и мужчин, что могут бросить в злобе град камней. Я с ней могу без крыши и без стен, питаться только хлебом и водою, пойти на каторгу, а если надо, в плен, лишь бы она всегда была со мною. А если вдруг уставшую в пути невежды оттолкнут во враг с дороги, я на руках готов ее нести через терновник, не жалея ноги. Коль сил не будет более ступить, паду под крики в тонкую трясину, но даже в ней продолжу я скользить, взвалив ее на раненую спину. А потому я знаю, в судный день, коль выпадет познать гиенную муку, она ко мне придет, кидая тень, и сквозь огонь протянет снова руку. Когда же люди спросят невзначай, да время позабыв свои печали: ее мы знаем, честно отвечай. Промолвит: да, конечно же, встречали. Да кто она? Вновь в буре голосов. Кто эта женщина? Скажи, что за моя? И в затихающем водовороте слов, смотря на небо, им отвечу: Вера. Религию ислам всех нас объединяет вера. Каждый человек начинает свое дело со слов: во имя Всевышнего, милостивого и милосердного. Мусульмане так начинают свои дела